для разогрева. А потом я показываю, вы делаете просто. Хорошо? Давайте, можно? Могут вот такие быть. Что мы делаем? Достаточно. Переменный шаг с шага. Раз, два, три, четыре. Медленно сначала начинаем учить. И переходим наверх. Раз, две, раз, две, раз, две, раз, две. Немножко сбрасываем ногу назад. Я медленно показываю, пробуйте. 3. Раз, два, три. Раз, два, три. И вы продолжаете медленно отрабатывать. Я буду быстро. Я в повороте. Я вам варианты просто показываю для тех, кто справляется. Хорошо? Теперь еще вот вариант покажу для тех, для более таких коллективов детских, возможен такой вариант. Видите, бег. Если вы делаете для бабушек характерно шаг, вот, шаг. А если очень быстро, для молодежи, можно и бег такой использовать. Да. И вот я еще раз покажу всех. Каждый делает сейчас свой вариант. Руки я добавляю. Вот 2 руки могут так идти. Могут вдоль корпуса. Хорошо, вздохните немножечко. Спасибо. Переходим дальше. Вот такое движение. Оно очень простое, я тумбой называю. Но мы его тоже будем развивать. Раз, два, три, 4. Очень просто. Теперь хорошо получилось у всех. А теперь с другой ноги еще попробуйте. Раз, два, три, 4. С другой тоже ноги можно. А теперь в 2 стороны. Мы потом пройдем по кругу. Вы пока стойте, смотрите. Хорошо, дальше развиваем движение. Может, вот мальчики, допустим, присели с ударом. Вот, с ударом уже пошли, да? И тут тоже с ударом можно. Раз, и та-та-ра-па-па-па. Понятно? Хорошо, с ударом. Дальше развиваем, добавляем. Это уже посложнее. Ну, вы там дырку оставьте, подвиньтесь. Удар каблуком. Раз, два. Удар каблуком. Раз, два. Раз, два. Раз. Уже видите, получилось у нас дрот на основе этого движения. Раз, два. Раз, два. Понятно. Дальше развиваем. Раз, два. Обратно тоже еще один удар добавили. Раз, два. Удар, вернулись. Удар, удар, вернулись. Еще движение интереснее получилось. Раз, два. Раз. Пока на этом закончим, потом остановимся и еще усложним. Начинаем с простого по кругу направо. По темпу не очень быстро. Пошли. Раз. Руки вот и так пошли. Теперь в обе стороны. Правая, левая. Так, смотреть надо. Возвращен с ударами. Здесь для мальчиков еще. Высказываю только свое мнение. Девочки тоже могут выполнять эти такие движения, но надо смотреть, где как. Потому что между фольклористами существует такое мнение, что у нас девочки удмуртские только так могут танцевать. Но я не знаю. Я считаю, что в каждом коллективе, в каждой деревне были такие люди, женщины, которые вот у нас в деревне, например, присядку делали женщины. Есть такое. Это мужское движение, а вот женщины делали. Вот они, видимо, в кураж какой-то входят и исполняют то, что могут.
Поэтому в танцах, если вы берете такие движения, это должно быть оправданно. Так, поехали дальше. Попробуем, давайте на месте попробуем это движение с тройным ударом уже. Уже будете знать и подсказать своим участникам, что тут можно 3 удара использовать. Спасибо. Ну, а теперь следующим движением таким. Так, Семен Григорьевич, можно сейчас с разгоном сыграть? Начинаем такой темп. Раз, и два, и три. Чуть-чуть потом разогнаться, чтобы поняли. Можно и... Просто вот с одной ноги они равноценно работают. Вот такой бег. Кто будет? Понятно? Можно и... Другую вы готовились. И притом еще раз. На низких полупальцах. Если речь идет о фольклоре, то на низких полупальцах. Добавляем подскок. Лучше в другую. Подскок. Раз прыжок. Приготовились ногу поменять. Прыгнули. И смотрим развитие, играйте. Видите, развитие уже, движение другое получилось. И в повороте можно. Ага. Моталочка, обыкновенная моталочка. Вот, если фольклор, да? Продолжаем. И спокойнее. Раз, и два, и три, четыре. Раз, и два, и три, четыре. Вот. И на месте делаем веревочку. Вот веревочка вперед. Это я называю веревочкой вперед. Вот. Направо повернулись, пошли. То же самое назад. Веревочка назад. Веревочка, да, вот так вот очень так мелко. Можно выше ножки поднять, это уже другое движение получилось. Понятно? Ну давай теперь еще боковые такие, пока до дробей, мы до дробей дошли. Ну еще вот гармошку попробуем. Просто без музыки пока попробуйте гармошку. Ага. А теперь я покажу развитие этой гармошки. Да, вот такое движение делает, да ведь? Так, ну поучим. А мы теперь открываем. Да ведь? Вот и все. И пошли дальше. Раз, два, три. И теперь снова закрыли. Закрыли ножку, на каблук поставили. И открываем. Раз, два, три. Снова закрыли. Раз, два, три. Закрыли. И раз, два, три. Закрыли. Продвижение вперед идет. Сейчас шире кружочек сделайте и попробуем продвижение вперед сделать. Приготовились. Закрытое положение. Пока не надо снимать. Раз, два, три. Закрыли. 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 С Болезинского района. Кто там был? Болезинского района? Вы, да? Я вот не была в Болезинском районе, к сожалению, но знаю, что есть Болезинский тыпыртон. Тыпыртоп. И вот правильно я выполняю?
Хорошо? Одобрили, значит будем исполнять. Вот, самое простое, на одной ножке. Не трясемся, спокойнее, несем себя, не трясемся. Присели и все, на одном уровне поменяли ногу. Поменяли ногу ко мне лицом, боком можно, оказывается. Туда, к нам. Правая нога топает. А давайте теперь спиной попробуем на другой ноге. Вот в мужском танце очень много притопов. А вот именно с этой одинарной дробью рождается двойная дробь. Перейдем. Как эту дробь с детьми учу? Вот тут у нас гвозди. Нужно забить гвоздь, потому что они никак не понимают. Вот забил, двойная дробь. Нет, я учу сначала не с двойной. Вот стопнул, надо, чтобы гвоздь забился, проверил. Хоп! Другую ногу поставил, забил. Поставил, забил. Поставил, попробуйте. Забил, поставил, забил. Ставил, забил. Раз, два, раз. Ногу надо сюда поднять. Не сюда, а вот сюда, под себя. Вот посмотрите разницу. Это для хореографов уже, те, кто уже с детьми работает, да, это в поликроне мы вот так названием потанцуем, ничего страшного. А когда идет о детском коллективе, тут нужно звук. Вот с этого начали с детьми. Видите, стали, забили, теперь двойной удар, забили, двойной, забили. А вот тоже, вот у нас у детей ошибка. Двойной удар делают, и вот нога дальше вот, ну, не становится она. Вот мы вспоминаем, что гвоздь у нас не забит. Поставили, забей. Поставили, забей гвоздь. Одна дробь. Я ее называю алнашской дробью. Я не знаю, как она называется. Вот в моем понимании это алнашская дробь. Все умеют, да? Так, с детьми как научим. Так, шаг с ударом. Идет шаг с ударом и подводим ножку. Шаг с ударом и подводим, и подводим. Ударили, как бы перепрыгнули. Подвели ногу. Но прыжок маленький есть. Прыгнуть надо. И пытаемся просить стопой ударить. Добавляем удар двойной правой ногой. Раз. Акцент идет на другую ногу и звучит уже по-другому. Попробуйте сейчас. Еще раз посмотрите. Вот этот удар идет. На левую. Так, ну вот, я движение вам
вам показала основные движения. А теперь вот ну, себя в коллективе мне нужно закрепить эти движения и раскрепостить, чтобы они включили как голову, какие-то импровизационные, какие-то актерские какие-то моменты отрабатывая. Делаем так. Еще немножко, да? Ну, надо будет успеть прийти вот сюда, значит, туда можно пригласить соседа. Можете вот так пройти, показать себя, можно вот так вот пройти, поворотиками просто, шагами. Главное пройти. Хорошо, пошли. Без повторения играется. Без повторения, не успевайте. Поддерживаем. Пошли. И не важно, музыка заканчивается и не заканчивается. Хорошо? Да. Я буду стоять. Даже вот нам, взрослым, да, сразу выйти сложно что-то такое. А если вот постоянно играть будете, и как бы будет нарабатываться и мастерство, и уже стеснение уйдет. И это называется вот у нас игра круг. А теперь вот предлагаю стенка на стенку. Это тоже стенка на стенку, такое вот название. Вот это такое простейшее движение показала. Вот здесь повторением надо будет сыграть, Семен Григорьевич. 2 восьмерочки идем, плиток, и на одну восьмерочку отходим. И идем. Повторяем.
покажу, мы делать уже проигрывать не будем. Квадрат. Вот у нас сначала был круг, и стенка на стенку, теперь квадрат. Если же большое количество у вас участников, то одновременно со всех углов пусть идут. Понятно? Да, сразу одновременно углов идут, и они тоже получается закрепление любых движений. Вот любые можно движения. Разучим несколько танцев, может быть вы их знаете, но я вам даю вариант Красноярского края. Я, как говорила, уже это фольклорный материал, который можно использовать дальше для развития. По часовой стрелке пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот разворачиваемся вот так, и в другую сторону идем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И притоп друг к другу лицом. Раз, два, три. И вот этими руками помогаем и разворачиваемся. Поворотик делаем вместе одновременно друг от друга. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И притоп, и в другую сторону. Раз, два, и притоп. А мальчик, можно я мальчиком? Давайте. Мне привычнее. Ну как бы мальчик берет девочку. Возьмите. Теперь делает два приставных шага. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И поворот такой, вальсовый поворот. Пошли. Давайте еще раз повторим. Да? Ага. Раз, два, три, да. Поворот, неправильно. Значит, поворот неправильно. Вот мальчик должен девочку послать в поворот и сам повернуться. Раз, и два, и три, четыре, пять, и шесть, и семь, и в другую сторону. Пять, и шесть, и семь, и восемь, в сторону. Вправо, мальчик. Я от мальчика буду говорить. Так, остановились. Так, теперь посмотрели друг на друга и определились, кто мальчик. Кто во внутреннем кругу, тот мальчик. Я буду говорить все от мальчика. Так что соображайте, хорошо? Под музыку. Танцуем подборную. Можно нам проигрыш? Чтобы мы определились. Раз, два, три, и развернулись. Поворот мальчик девочку послал. И обратно. В принципе, это не важно, какую сторону вы делаете. И поворотик. Еще пошли. Сначала. И в другую. Мы галопом по Европам, поэтому я так. Это подборная. Можно использовать такой шаг. Это будет очень характерно для русской пляски. Так. Two-step. Двигаемся здесь против часовой стрелки. Это в другую сторону, да, получается. Вот такое положение в паре. Тоже девочка на плечо, мальчик. Значит, так, вам надо здесь посмотреть. Мальчик левую ногу освобождает, девочки правую. И как бы клюем носом ныряем туда. Раз, два, три, четыре. Вперед шаги. И теперь обратно ныряем. Раз, два, три. Понятно? Еще раз давайте попробуем. Это как бы ныряем парой. Нырнули, вернулись. Два шага. Шаг, шаг. Нырнули, вернулись. Шаг, шаг. Теперь делаем подыбаску, называем такой. Друг от друга, друг другу. Поворот девочку. Разворачиваем девочку. Девочку вот так вот как бы тоже толкнули изнутри. И еще раз делаем подыбас. Друг от друга, друг другу. И поворот. Все. Значит, теперь еще раз покажу. Вот это движение делается два раза. Значит, вперед, назад. Приставные шаги. Назад. Вперед. Приставные. И еще раз повторяется. Вперед, назад. Приставные шаги. Назад. Вперед. Приставные шаги. И потом два раза комбинация на подыбас. Повернули девочку и еще раз подыбас. Подыбас. Вернулись, вернулись. Танцуем. Проигрыш нам. Еще раз. Thank you.
все, да? Варианты могут быть разные, я вот всегда беру тот вариант, который мне удобнее. Тут надо было с повторением. Давайте еще раз танцуем. Можно сделать вам один раз, вот это ходить вот сюда-сюда, туда-сюда, и один раз подыбаться. Теперь повторяем первый вариант, какой вы учили. Работайте головой. Значит, 2 раза шаги повторяем комбинацию, шаги повторяем 2 раза и 2 раза под глаз. Играем с повторением. Приготовились. Еще раз вперед. Вперед, назад. И назад, назад, вперед. Под глаз. Еще танцуем, пока не запомните. Назад, вперед, назад, шаги, вперед, назад. Следующий танец Саратова. Также 2 подставных шага влево. Раз, два. 2 подставных шага вправо. Раз, два. А теперь на месте по шагу. Раз, два, 3, 4. И вальсовый поворот. Вот такой. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, вправо. Подыбас у нас идет. Значит, друг от друга. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Идем вперед. Раз, два, 3, 4. В другую сторону. 7, 8. И вальсовый поворот. Подыбас. Шагай вперед. Раз, два, 3, 4. И становимся вот в такую позицию. Мальчик как бы ведет девочку. Я, по-моему, так. Тогда, по-моему. Можно. Давайте так возьмемся. Идем по кругу, так, девочка спиной стоит по линии танца. Да? Да, вот так. Вот так по кругу. По кругу. Так, если я начинаю с правой ноги, девочка с левой назад начинает, потому что шаги такие будут. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Просто, да. Польку можно, да, вступление? Раз, два, три. И снова вальс. Вот такой боковой. Раз. Ага, спасибо, подождите, я покажу. Другой немножко, да? Это вот такой давайте сделаем. Приготовились, без вступления сразу можем начать, можно. И вальс, и раз боковое. Идем. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.
да, тут именно вот. Я не заметила. Не на полупальцев, это мы вот так привыкли тихонечко, да? А вот тут именно вот раз, два, три, стоп, в центре. Светит месяц теперь, светит месяц. Тут можно попеть, если кто знает песенку, тоже становимся, идем по кругу на целый куплет. Пока сейчас не будем ходить. Идем, светит месяц, светит ясный, тай-ра-ра-да-та-да-там, тай-да-ра-да-тай-ра-тай-ра-да-тай-та-та-та-та-та. Развернулись друг к другу, хлопки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И теперь перехватываем руку, поворотик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И посылаем вперед.